Шамиль Казаков с детства мечтал быть полицейским. Окончив с красным дипломом юридический вуз, через какое-то время молодой человек подал документы для устройства участковым в Тверское управление Министерства внутренних дел. Успешно пройдя все необходимые тесты и собрав нужные документы, Шамиль был признан годным для работы в полиции. Однако в трудоустройстве ему отказали. Считают, что причиной стала его национальность и вероисповедание. В негласной форме сотрудник полиции Смородов ему объявил о том, что есть негласная установка относительно того, что не принимаются на службу лица кавказской национальности, чеченцы, татары и мусульмане. И что якобы его реальной причиной его неприема на службу послужило именно это. Приватный разговор со Смородовым Шамиль записал на диктофон и использовал эту запись при создании видеоролика «Сказ о том, как татарин в полицию устраивался». Через какое-то время после публикации видео в интернете Смородов был уволен со своей должности, а против Шамиля Казакова возбудили уголовное дело по 2 статьям – оскорбление представителя власти и возбуждение ненависти к социальной группе сотрудники УМВД России по Тверской области. Не знаю, как тут он разжигал ненависть, если он сам поступал с таким желанием, шел работать в полицию. Как же он-то их так ненавидеть должен был, чтобы идти туда на работу, что ли? Тут первоначально было то, что ему в лицо было сказано, что он не той национальности, поэтому, извините, мы поэтому вас не принимаем на работу. Здесь было нарушение конституционных прав человека. Он именно боролся за это. А получилось совсем по-другому. Поводом для возбуждения уголовного дела против Шамиля Казакова стала фраза, в которой начальник управления по работе с личным составом УМВД по Тверской области Анатолий Тисленко назван, цитата, «лысым карликом с комплексом бонапартизма, экстремистом, шовинистом, нацистом, жуликом, оборотнем в погонах и гнидой, который до сих пор сидит на своем насиженном месте». Конец цитаты. Помимо этого были указаны паспортные данные и адрес Тисленко, а также содержался призыв ко всем бородачам, цитата, «проведать дяденьку с правильным черепом и объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо». Конец цитаты. На основании экспертизы, проведенной профессором кафедры русского языка Тверского государственного университета Валерием Волковым, эта фраза была признана экстремистской. Однако, по мнению независимого лингвиста-эксперта по документационным и информационным спорам, профессора Международной славянской академии с 40-летним стажем Елизаветы Колтуновой, экспертиза Волкова содержит ряд грубейших нарушений. Самое существенное нарушение – это то, что он вышел за пределы компетенции эксперта-лингвиста и давал ответы на вопросы, которые не относятся к его компетенции. То есть на вопросы, которые относятся к компетенции социологов и психологов. Это является грубым нарушением методики проведения экспертиз. Кроме того, по мнению адвоката Шамиля, оснований для возбуждения дела по 282 статье нет, поскольку сотрудники полиции не подпадают под понятие «социальная группа». Сейчас идут прения по делу несостоявшегося полицейского. В четверг, 11 августа, судья должен огласить приговор. Беата Бубенец, Тверь, для настоящего времени.